Чувашские селекционеры вывели новый кросс гусей. Макулинский – это гибрид, отличающийся повышенной производительностью и жизнестойкостью. Достижения ученых из республики уже оценили хозяйства и фермы страны. А недавно племенное предприятие Цивильского округа удостоилось патента на селекционную работу от Минсельхоза России. И сегодня уже 70% российского рынка занимают чувашские птицы. Чем же они так хороши, что заслужили признание даже за пределами страны, узнала Наталья Егорова. Здесь обитают гусята. Так для них обустроены своеобразные гнезда для роста. Поддерживается комфортная температура. Малыши быстро набирают вес. А так выглядят 9-дневные птенцы, настоящие крепыши. В 9-недельном возрасте они уже достигают 5 килограммов. Молодняк готовится к отправке в другие регионы. За сезон предприятие поставляет больше 100 тысяч голов. Предприятие обеспечивает племенным материалом, это инкубационными яйцами и молодняком, не только все репродукторы и птицефабрики России, но и экспортирует их в Казахстан и Беларусь. Яйца гусей тоже под пристальным контролем. Цех инкубации – самое тихое место на племенном заводе. В одном таком шкафу до 6 тысяч яиц помещается. Производительность у гусынь высокая. Более 50 яиц за 19 недель могут снести. А в целом все особи за сезон более 500 000 штук. И, как говорят специалисты, другие показатели макулинского кросса тоже радуют. Поэтому предприятие получило патент на селекционное достижение от Минсельхоза России. Несколько лет тому назад были контрольные испытания этого гуся в Чехии. Этот гусь занял первое место, так как он отличался не только высоким качеством полученного мясопродукта, но и высоким качеством пуха первого сырья. Недавно макулинским гусем интересовались в Германии. 5-звездочные отели используют пух и перо чувашского кросса для набивки подушек и одеял. Между тем, процесс получения такого гибрида совсем не быстрый. Работа по выведению нового отечественного кросса длилась 11 лет. Назван он по фамилии руководителя предприятия. У каждой племенной особи даже паспорт имеется. Имеет свою родословную, все имеют крылометки. Крылометка – это значит паспорт. Открыв этот паспорт, мы знаем всю его историю бабушки, дедушки. Кросс получается путем скрещивания нескольких пород. Макулинский был создан на базе Линдовской. Сейчас общее поголовье у предприятия больше 22 тысяч особей. На рынке России этот гибрид составляет 70% поголовья гусей в целом. Чуваши уже хорошо знают, в том числе и по этим птицам. Так что, можно сказать, новый чувашский бренд получил признание. Наталья Егорова, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.